этап. Да, это очень важно, иметь правильного тренера. И не просто тренера, а группу тренеров. И все это вот поэтапно уровень мастерства рос с годами в нашей сборной под хэквондо. И теперь вот все это выливается в долгожданные успехи. Я очень поздравляю нашу команду. Сегодня 3 медали у нас. Давайте смотреть за Гагиевым. У нас в красном протекторе атака на голову из нижней стойки. И 3 очка. Плюс с разворота по новой системе судейства. Это, конечно же, 5 очков. Все верно на табло. Легко вырывается вперед. Молодец, Гагиев. Вот как раз о чем я и говорил. Еще вам в прошлом году, уважаемые телезрители, наши спортсмены не боятся идти в атаку. Да, вот раньше был такой небольшой комплекс. Казалось, что соперник известный, маститый, и сложно как-то так вот, будучи по рейтингу отстающим, идти атаковать. Не надо ничего бояться. И вот наша молодежь атакует, работает первым номером. И ведь лучшая защита — это атака, уже доказанный факт в любом виде спорта. Молодец Гагиев. В первую минуту он безоговорочно побеждает испанца. А сейчас еще вспоминаю Нальчик. Несколько лет назад проходил чемпионат Европы, там великолепно прошел. И это эксперты отмечали, международные, по олимпийским весовым категориям. Здесь у нас будет разыгрываться 16 комплектов медалей, 16 весовых категорий. Но вы знаете, что на Олимпиаде 8 весовых категорий. И вот тогда в Нальчике проходил турнир 8 всех олимпийских весовых категорий. Здесь 16, полноценная программа. И напоминаю еще раз, что на прошлом чемпионате Европы 2 года назад в Швейцарии наша команда смогла завоевать российское 9 наград. 2 из них золотые, 2-е место по числу золотых. Только британцев мы, по-моему, пропустили вперед. У них 3 золота, у нас 2. Но по суммарному количеству медалей мы стали лучшими. Немножечко подтягивается к концовке первого раунда к россиянину испанец 5-1. Но пока преимущество нашего спортсмена большое. Хочется отметить, конечно же, Республику Татарстан, Министерство спорта, которое сделало все, чтобы этот праздник получился на высшем уровне. Накануне была пресс-конференция, приезжали почетные гости из Европейского союза тэквондо, конечно же, и во всем мире следят за тем, как проходит этот турнир в России. И все сказали о том, что блестяще подготовлены соревнования. Это и логистика, и проживание спортсменов, и сам спортивный комплекс очень понравился, доступность. И вообще внимание к Татарстану огромное, ведь здесь на этой неделе и вообще, наверное, всегда в течение года проходит такое количество важных соревнований, что у болельщиков разбегаются глаза, что идти смотреть. Волейбол на этой неделе, финал 4. Здесь же на прошлой неделе здорово прошли соревнования по прыжкам в воду под эгидой ФИНа, где тоже сборная России была на высоте. Поэтому Казань одна из самых сильных спортивных, да, один из самых сильных спортивных регионов в нашей стране. И это не только по возможности проводить соревнования на самом высоком международном уровне, но еще и по количеству медалей. Да? Спортсменов из Татарстана у нас, кстати, тот же Алексей Денисенко в свое время выступал за Татарстан. Мы помним, когда только начинал делать свои первые звездные шаги в тхэквондо. Испанец 2-й раунд поживее начал, поменял опорную ногу. Но вообще все испанцы отличаются хорошей легкостью, маневренностью, скоростью и непредсказуемостью. В любой момент могут взорваться. 5-2. Не сдается Гагиев. Напоминаю, что он спортсмен из Ингушетии. Спортсмен, который получил право поехать на соревнования, выиграв турнир в Греции. Вообще в нашей сборной, который уже много лет руководит заслуженный тренер России Вадим Александрович Иванов, конечно же, не делает никому поблажек. И сам Вадим Александрович, и все, кто помогает ему, тренеры, работать с нашей командой. Заслуги былые, это все замечательно. Нужно работать ежедневно, и все конкретные старты определяют сильнейшего на данный момент в нашей команде. Именно он поедет на турнир. Честная, может быть, немножко такая жесткая позиция, но иначе не будет конкурентной среды, не будет
возможности вырастить чемпиона. Здесь все правильно. Мы знаем, да, что в прошлом году тот же чемпионат мира, да, великолепное выступление питерского спортсмена Михаила Артамонова. Кстати, Мишу мы увидим обязательно в ходе нашего сегодняшнего прямого репортажа. Он, вы видели по нашей графике, добрался до финала. 2 года назад Артамонов, еще совсем юным спортсменом, был бронзовым призером чемпионата Европы. 5-5. Смотрите, испанец раскочегарился, испанец догнал сейчас нашего спортсмена и даже вышел вперед. Вот так вот провалил второй раунд молодой российский спортсмен. Не то чтобы, наверное, сил у него не осталось, просто вот психологически. Смотрите, как настраивает испанца тренер. Экспрессивные такие. Со стороны жилета пяточку сюда закидываешь, понял? Сюда. Отсюда пурю на голову переводишь. Хорошо, сзади спокойно себя чуть-чуть. И спокоен, уверен в своем ученике тренер. Объяснил, как нужно работать ногой, а точнее пяткой, переводить атаку на голову. Вот то, чем взял испанец россиянина во втором раунде. Атака с переводом из центра жилета на голову. Любимое занятие испанских тхэквондистов. Того же Тартосу вспоминаем, да, на чемпионате мира в Челябинске. Вот турки, испанцы, у них такой азарт, такая борьба, что даже при безнадежном счете они будут идти в атаку и пытаться до последнего догнать соперника. Ну что ж, есть еще один раунд. Ничего катастрофического не произошло. У Гагиева хорошо получился дебют этого финального сражения на восьмиугольнике. Знаете, что еще перед Олимпиадой в Рио поменяли размер корта. Он стал больше. Теперь он представляет собой форму восьмиугольника. И строго запрещено выходить за пределы этой зоны. Это карается штрафом, очками. Нельзя, неважно, по своей воле, по воле соперника падать на покрытие синее. Сразу тоже штраф. Нельзя уклоняться от ударов. Нельзя бить в незащищенные зоны ниже жилета. Сзади по ногам. И, конечно же, травмоопасный вид спорта. Очень серьезные могут травмы происходить при столкновении ног в кость, так называемые. Конечно же, есть защитные накладки, но очень и очень все опасно. 11-5. Вот так вот неожиданно и, к сожалению, нерадостно для нас развиваются события. Казалось, Гагиев вдохновленно начал, пошел в атаку и получил уверенность в своих силах после счета 5-0. Но подряд 12 очков проиграл. Во-первых, повыше, да, испанец. Здесь точнее, напротив, конечно же, испанец пониже. И атаковать ему на голову россиянину сложнее. Здесь у Гагиева преимущество. Но пока им не может воспользоваться сполна россиянина. 30 секунд в третьем раунде. Всего лишь 30 секунд остается у нашего спортсмена. Он вытесняет испанца за пределы корта. Не получается. Счет прежний 5-12. Падение. Будет еще одно очко в пользу испанца. 13-5. Раньше, помните, карточки показывали. 2 желтые, сразу минус очко. Теперь все еще жестче по правилам и по счету. Здесь, здесь уже нужно идти вперед, что называется, сломя голову. Остается очень мало времени. Тут некоторый сбой у нас в секундомере, но время-то закончилось. Оставалось 30 секунд. Здесь, как ни крути, в любом случае не хватило бы Гагиеву. Но Адриан Есенте из команды Испании становится победителем этого сражения. Вторая золотая медаль на сегодняшний день.